Дамы и господа, сегодня у нас предпраздничный роскошный подкаст и небольшой сабантуйчик, девичник. Ну, так как уже все догадались, какой на носу праздник, мы пригласили замечательных, интересных, профессиональных, потрясающе красивых девушек, модных, стильных, современных. И давайте я вас познакомлю с ними. У нас в гостях Анна, дизайнер одежды, дизайнер интерьеров. Нет? Дизайнер одежды. Ну, просто тут поправляла все так красиво по-интерьерски. Я думаю, может, ну, об этом еще чуть позже поговорим. И шикарная женщина в красном. Я сейчас не про себя. Мария, психолог. Я вообще, на самом деле, даже не подозревала, что психологи бывают такими эффектными. Валентина, моя соведущая и по совместительству стилист. Итак, девочки, у меня такое предложение для начала. Давайте поднимем бокалы. За 8 марта, за Международный женский день. Женщины правят. Женщины рулят, женщины правят. Почему вот девушки не любят, когда им дарят какие-то бытовые вещи? Например, сковородки, да, хорошей фирмы, там, Тефаль, или красивые кастрюли, там, набор посуды. Швабры. Ну, как бы, швабре рознь. Можно обычную швабру подарить, а можно такую крутую, которую ты вот просто вот так вот опускаешь в ведро, и даже ручки свои не... Да. Ну, робот-пылесос, может быть, да? Или это просто стереотип? Потому что, ну, реально, вы видели, сколько стоит сковородка хорошая? А сколько стоят красивые кастрюли? Я бы, например, очень была радовалась, если бы мне подарили набор красивых кастрюль. Нет, меня оскорбляют такие хозяйственные подарки. Да? Да. Если праздник девочковый же, то нужно дарить подарки для меня, а не для дома и хозяйства. Ну, как бы, я так считаю. Мне никогда не дарили ни сковородок, ни швабры, я сама такие подарки не делаю, потому что я считаю это оскорбительно. Но вот такие подарки можно делать человеку, который это любит, наверное, да? Нет, не любит, а на Новый год можно, на семейные праздники, но на 8 марта или на день рождения это как-то уже... Да? Мне кажется, что это немножко неэтично. А вы, девочки, как думаете? Кстати, сейчас я вспомнила, что я пошутила. Когда ты мужу сказала, говорит, какой ты подарок хочешь? Я говорю, я хочу мультиварку. И он действительно принес мультиварку. И это был реально классный подарок. Ну да. Но в том плане, смотри, тоже, мне кажется, какая-то стереотипная ситуация, что вот тебе подарили, значит, за этим какой-то, как консервные банки за машиной тянется такая история, что вот, значит, меня тут хотят к плите приковать. Еще Да, знай свое место, женщина. Да. Ну, то есть... Если ты систематически, там, я не знаю, вот тебе швабра на 8 марта, а на 14 февраля тебе, там, я не знаю, набор сковородок и так далее. На день рождения совок фирменный. Да, то, наверное, пожалуй, это какая-то грустная история. Но про то, что что-то какая-то разовая акция, по-моему, вообще здорово. Это очень облегчает жизнь, мне кажется, это скорее про... Мне кажется, самый лучший подарок — это когда тебя спрашивают, что ты хочешь. И когда тебя слышат, и это вообще не ошибешься. Потому что когда ты пытаешься угадать, особенно вот коллегам, да, ну, мне кажется, лучше спросить. И сейчас же есть такой тренд, как бы, или составлять свой виш-лист. Виш-лист, да. Вот я хочу вот такие-то подарки, списочек. Делаешь, и все. И даже, по-моему, существуют какие-то приложения, в которых можно указать свои виш-листы, и там уже кто-то отмечает, вот я забронировал этот подарок. Да ладно, это какие такие предложения? Я слышала, да, вот про такую фишку виш-лист. Но я думаю, ну составлю я этот виш-лист. И кому я его покажу? Сторис в Инстаграм выложу или кому? Если что, вот ссылка на меня. Прямо тебе отправляешь. Вы так делаете? Я так делаю. Да? Да. Ну, я не знаю. И все мои подружки так делают. Я прям списки не выставляю, но я всегда вслух говорю, что я хочу. И люди, которые слышат внимательно, они всегда знают, что мне надо. Чего бы я обрадовалась. Это классно, на самом деле. Я такая сижу не модная, вообще не в тренде, я так не делаю и принимаю подарки. Потому что сейчас реально же некогда бывает приготовить человеку подарок, а хочется его порадовать по-настоящему. Не просто там деньги в конверте, да, а настоящий подарок. И когда ты услышал человека и понял, что ему это важно, сделал такой подарок, это будет вдвойне приятно. Потому что это ему реально надо, и это внимание, то, что ты его услышал.
Мне кажется, это классная практика, чем что-то думать, гадать, и стандартный сертификат, деньги. Но иногда, когда человек говорит, подарите мне, пожалуйста, деньгами, я сам захочу потратить. Ну, окей, классно, спасибо, да. что сказал. Ну, обычно такие подарки на свадьбу делают. Ну, и на день рождения такая фишка тоже есть, да. Приходите с конвертами. Ну, это человек захотел, классно. Мгм. Ну, вот классно, когда ты умеешь, да, вот просить вот просто вот так вот нагло, да, я вот это вот хочу. У меня иногда вот бывает... Это не просьба, это просто вот в разговорах, вот, смотрите, какая классная там, ну, не знаю, абстрактный вот браслет какой-то, да, Мгм. я видела там вот в таком-то цвете, вот какая-то коллекция, ну, это же все вот, ага, галочку ставишь, оказывается, ей нравятся такие вещи. Ну, по-моему, это самый лучший вариант, Да. чем спрашивать, вот, я хочу это, пожалуйста, мне то. Это происходит не так, это всегда в диалоге, в разговоре, и ты улавливаешь, что нужно человеку. Ну вот, видимо, виш-лист для меня вот именно что-то такое, типа, я хочу, и, вот, пожалуйста, вам список, а мало ли что я хочу. Я, может, хочу там машину, да, квартиру. Я так, да, я так, конечно, шутя. А если вот подарили подарок, который тебе не нравится? Я вот хотела бы у Марии спросить, как, Маша, надо реагировать грамотно женщине на подарок, который ей не понравился? Вот она, да, она, ну, от мужчины, естественно, от любимого мужчины, да, но он ходил, он с душой там выбирал, он потратил на это время, купил какую-то фигню, значит, дарит и ожидает от нее вот прям такого счастья неимоверного, что она расплылась в улыбке, все, она его обняла, налетела, зацеловала, спасибо, любимый, милый, дорогой, а у нее на лице вот все написано уже. Но это мало на лице написано. Некоторые же всю драматическую историю устраивают. Ты меня не любишь, ты меня не ценишь, зачем ты мне такие подарки делал? Надо вот как-то, наверное, правильно отреагировать на тот подарок, который тебе не понравился, чтобы не отбить у мужчины желание вовсе тебе когда-нибудь дарить такие подарки. Ну, вообще любые подарки. Потому что такое было даже с моей мамой. Она Мне уже уже отреагировала. почему ты спрашиваешь, да, вот эта формулировка, как правильно реагировать. То есть я должна как-то правильно реагировать, чтобы там что, ну, какое-то стандартизированное к себе отношение. Да, чтобы не отбить у мужчины желание дарить подарки. Ну, смотри, Дальше. в целом мне, ну, я же как-то люблю смотреть куда-то глубже, да, в какие-то такие слои, не поверхностные, что надо сделать так, и будет тебе там счастье, добро. Дело в том, что как вообще такая ситуация сложилась, что он выбирал, как ты, ну, вот показываешь прям, ты же как-то вот он с душой там, вот Ну, что бывает, он дарит бывает с душой, а ей это прям совсем претит. То есть, ну а что за пара такая? Как у них вообще отношения состоялись, если он совершенно не в курсе, что такое может ей не понравиться, неинтересно? Ну, например, он хотел сделать сюрприз. Мы сейчас судим, да, с точки зрения, что Ну ты приведи какой-то современности. конкретный Вот я пример. именно вот привожу абстрактно, пример из да. своей жизни. Однажды на 8 марта мой отец подарил маме костюм. Купил в дорогом магазине. Фирменный. Довольный принес, подарил. Мама на него обиделась. Высказала ему. И все. И больше после этого он как бы даже и не смел дарить подарки. Просто там на цветы и ну, что-то такое. А вот чтобы от души что-то сделать, не спрашивая. Вот такая ситуация была. Мне поэтому интересно. Ну, все равно случаются в жизни всякие моменты, всякие ситуации. Вот. Подарил, может быть, не то выбрал. Вот рядышком подарок нужный лежал, а он выбрал не то. Ошибся. Но невнимательность мужская. А женщина такая. Ну вот если женщина уже такая отреагировала, что вот он там что-то с душой делал, там невнимательность, подумать о том, что можно с этим, собственно говоря, сделать. Вообще, в конце концов, да, ваша жизнь совместная не сводится к тому, что он там купил этот костюм. Ну, купил. Другое дело, что если у женщины она начинает вот эту ситуацию катастрофизировать, все, ты меня там не ценишь, не понимаешь вообще, что ты мне там какое-то там купил, то, что мне не нужно, еще там что-то. Там могли быть... Зачастую мы не понимаем мотивации друг друга. Там была одна мотивация. Условно говоря, мне показалось, что моя женщина будет красиво в таком костюме выглядит. Там еще там что-то. Ей это не нравится. Ну, то есть здесь не надо, да, вот такую историю, что
про то, что это перечеркивает вообще все, что там между нами было. И вот эта история про обиделась, там, промолчала, вот это такое, да, женское поведение, как раз такое пассивно-агрессивное. Почему я говорю женское, что, ну да, для женщины, условно говоря, более свойственна вот эта вот пассивная агрессия, нежели, да, для мужчины, который напрямую выражает, да, свой какой-то гнев и агрессию. Условно говоря, социально более так, одобряемое поведение, когда женщина вот так вот, ну, значит, там, надула губы, еще там что-то. Вообще всегда, ну, там, важен диалог. Что мы можем с этим сделать, условно говоря, с тем же самым костюмом, пойти и поменять. Что-то еще. То есть не катастрофизировать, понимаешь, не делать этот костюм там символом его какого-то пренебрежения, такого отношения. Ну или кольцо, например. Не понравилось. Отбросим костюм, кольцо. У меня были такие некрасивые ювелирки. Да, Они вот. такие лежат. Ну а как ты реагировала? Ну, конечно, я радуюсь, спасибо, но я не ношу. А потом человек приходит и спрашивает, а почему ты не носишь мое кольцо? Такого не было? Но нет, не было, так и лежат. Да. Ну, бывают же такие с облеповского дизайна ювелирка. Вот честно. Да. У меня так и лежат. Может, когда-нибудь там они вновь станут актуальными, я передам вечерям, внучикам, не знаю. Ну или там возродится этот тренд, да, и... Да. Другое дело, что у тебя у самой нет такой, да, досады, господи, ну как же так там. Ну положила и положила, ну вот человек не попал. И поэтому надо говорить, что ты хочешь, что тебе Это, нравится. кстати, да, мне тоже кажется близка вот эта, да, история про то, что озвучить свои желания. Что часто, да, женщины играют вот в эту, опять, да, про то, что женщина... Да. Я не хочу, чтобы ты мне дарил цветы, потому что я тебе сказала, но я хочу, чтобы ты мне подарил цветы, потому что сам, да? Потому что ты сам этого захотел, Да, да? это же уже, понимаешь, как такая расхожая шутка, да, притча во языцах, что женщины вот так к этому относятся. Что вот, мол, я не буду озвучивать, что я хочу, но ты сам должен догадаться. То есть, да, такая история про чтение мысли. Да, вот чего хочет женщина? Женщина хочет, чтобы мужчина делал все сам, читая ее мысли. А это же утопия, это же такая, да, иллюзия и фантазия, что какой-то человек прочтет то, что у нас в голове есть. У нас у всех есть, ну, такая вот ошибка у многих в головах, что вот я знаю, что думает этот человек. Он думает так, думает это. А мой мужчина тоже должен там читать мои мысли, потому что у меня тут, не знаю, бегущая строка, что я хочу, там адрес магазина, в котором я это хочу. Более, да, такая взрослая ситуация, когда я иду, и я озвучиваю. Вот. А откуда вообще это пошло, что вот как бы прикол «я не хочу цветы, потому что я тебе сказала, я хочу, чтобы ты сам их купил». Откуда вот это вот пошло? Давай пойдем вообще, обратимся к Фрейду, да, вот эта история про то, что если я так себя веду, я маленькая ляля, маленький ребенок. Маленький ребенок в довербальном там периоде, да, когда он еще не может словами сказать там: мама, я хочу есть, там, я описался, обкакался, я хочу, чтобы ты меня там покачала, обняла, там, не холодно. Он просто лежит и плачет. И мамочка бежит, и она по его плачу, да, понимает, что он сейчас чувствует, что ему нужно, и удовлетворяет его потребности. Да? Многие, да, так я, ну, вот, понимаешь, психика устроена так, что я вот просто плачу, да, и мамочка, условно говоря, да, я в качестве мамочки начинаю видеть своего мужа, молодого человека, весь окружающий мир. Мне кажется, что все должны бежать и говорить там: вот я точно знаю, что ты это хочешь, вот на тебе. То есть, а когда я взрослая девочка, я уже понимаю, да, что я хочу там чего-то, и я могу сделать, да, вклад в исполнение своего собственного желания, как словами через рот сказать партнерам, что я делаю. Ну, то есть, женщина, которая хочет, чтобы ее мысли читали, она капризная. Ну, если как маленький ребенок, да, ну она просто капризная очень. Ну, ты сам догадайся, пожалуйста, что я хочу. Потому что, да, это незрелое поведение. Потому что, да, я воспринимаю партнера, что он такой большой, как мама, он не как мама. Он должен догадываться, чего. Может быть, не как мама, а как папа? Ну, там такая история.
Я не знаю, я могу сейчас ваши лекции прочитать. Так, начинаем Мама, лекцию. папа, да, вот это все бессознательно. Сколько с нас за лекцию? А, то есть мы сейчас можем воспользоваться ситуацией и получить ответы на свои вопросы. Частная консультация психолога и дизайнера. Ну вот говорят то, что женщина, она за мужчиной, она должна быть слабой, она может себе позволить капризной быть, да? Ну, инфантильной быть, милой девочкой, которую возьмут на ручки, обнимут там и вот просто вот так вот будут оберегать, как цветочек. Это неправильное суждение. Женщина не должна быть такой. Я буквально вот вчера читала пост. Неправильно, вот неправильно. Женщины, вот так правильно себя вести, вот так неправильно, поэтому всех, кто ведет себя неправильно, мы выведем там куда-нибудь, да, и, значит, выведем вас на остров да, неправильных и женщин. изолируем от общества, потому что так неправильно. Слушай, если там вот в отношениях вот женщина, вот мужчина, и для них это классно, она там капризничает, а ему это доставляет какой-то, ну, такой... Кайф. Да, эмоциональный всплеск дарит вот это все какой-то, ну, я не знаю, выброс адреналина даже. Ради бога, никто не придет к ним и скажет: ребята, вы неправильно понимаете, что-то делаете. Сейчас я вам расскажу. Если им хорошо от этого, то прекрасно. Ты же практикующий психолог. Вот из частной практики, ну, естественно, не раскрывая имен, с какими проблемами женщины чаще всего обращаются? Вот если в процентном соотношении, вот 50% женщин приходят вот с одной и той же проблемой, а ее решить можно по щелчку 3:15. Татань. Такие статистики у меня нет. Ну, частые вопросы там, или частая проблема. Все равно же есть такое, что по накатанной уже понятно, с чем работать, какая проблема, как ее решить. Ну, по накатанной я стараюсь не работать. Ну, я не знаю, ну как, слушай, меня, честно, вот очень сильно фрустрирует этот вопрос, потому что мне он кажется, ну вот, какие платья ты любишь жить? Я не знаю, ну длинные, короткие, как вот тебе больше нравятся, яркие, темные? Вот какие-то, да, ну такой, не знаю, максимально. Если ты художник, еще такой вопрос, да, иногда задают: а сможешь меня нарисовать? Ты рисуешь, да? А сможешь меня нарисовать? А бывает такое же, да, вот если ты специалист там, в какой-то области, я психолог. Слушай, а вот помоги мне с этим вопросом, знаешь, бесплатно просто. Проконсультируй, ты же психолог. Такое бывает? Конечно. Постоянно? И как реагируешь? Это первый вопрос. Второй вопрос: а с какими вопросами обращаются? Который вызывает такой... Ну, людям потому что интересно, зачем к психологу ходят? Что психолог? Ну, слушай, что-то есть какой-то у тебя дискомфорт, иди к психологу. То есть потому что по остальные, любой да, теме, надо это все от лени, надо поработать, надо выпить, надо пойти к соседке Глаше, она точно знает, у нее такая ситуация была. Подруги там лучше знают, что делать. Вот грамотный человек, ну, не хочу тоже какие-то клише там навязывать, но лучше пойти к психологу. То есть если какая-то вот одна проблема, да, вот какой-то страх засел, ну или неуверенность, вот все вроде бы классно, да, и тут какая-то вот неуверенность есть, какая-то маленькая такая, да, ну, как в бочке меда ложечка дегтя. Знаете, просто я как это слышу, как сильное такое обесценивание, типа вот вы 50% с одинаковыми проблемами, потому что я смотрю каждого человека, рассматриваю, да, как личность, и он со своей какой-то историей, со своей картиной мира, и вот в этом мы во всем работаем. Так как-то это свести к тому, что твоя проблема там... Но если в общем взять, да, приходит женщина, например, да, вот у меня в отношениях не складывается. Часто такое бывает? Ну, не сказала бы, что именно так это звучит. Ну, как правило, вообще человек приходит с тем, что вот у меня какое-то отношение с собой, с окружающими. Все мы бабы, хорошие люди. Аня, а у тебя есть дети? Да, у меня дочка в 3 классе учится. Уж такая взрослая. И у тебя 3 дети. У меня есть маленький сын. У меня вопрос по личной части. Вот, чтобы не быть таким мужчиной, да, я сам все решу, я не пойду к психологу, я сильный, я мужик, и я не плачу, никогда не страдаю. Это же все
от советского воспитания идет. Ну, с той эпохи. Ну, мне не только как от мне советского, кажется. там еще и дальше советского. Ну, еще постсоветского, да, то есть это из, да, наследуется, тянется. из вообще очень далекого поколения, но сейчас время меняется, и люди становятся более осознанными, что ли, стараются как-то иначе своих детей воспитывать. Вот что нельзя делать, ну, в воспитании с мальчиками, и что нельзя делать в воспитании с девочками, чтобы они выросли там хотя бы уверенными в себе и без комплексов? Ну, смотри, какие-то такие, ну, святое правило, нельзя бить ребенка. Вот так вот сказать, что орать там нельзя, и мама бедная ходит там, сдерживается. Понимаешь, иногда лучше проорать, ну, там не на ребенка, а в том плане, что у меня вот есть эмоции. Я вот, например, сейчас злюсь, и вот могу там кричать, побить там подушку, или не знаю. То есть показывать ребенку, что да, такие эмоции тоже нормальные. Другое дело, да, что не адресовать там, на ребенка, что, мол, ты во всем виноват. Потому что ребенок, он вообще такой в своем мире живет очень эгоцентричный, такой, знаешь, полвселенной такая психика у ребенка. Все из-за меня. Все проблемы в мире происходят из-за меня, из-за того, что я какой-то не такой. Моментально он считывает, мам, какое настроение, ну, потому что я там что-то не так сделала. Ну, учитывать такую особенность. А что ты скажешь, Аня, по этому? Какой у тебя метод воспитания дочери? Метод воспитания дочери, ну, я не считаю себя прям идеальной мамой. У меня постоянно внутренний диссонанс, что я делаю не так, что я делаю так. У меня постоянно возникает куча вопросов. И я вспоминаю, как воспитывали меня родители, я вспоминаю, какой я сама была в детстве, и как бы я хотела, чтобы со мной поступили на тот момент мои родители со мной. Как-то вот постоянно, я очень хорошо себя помню в детстве, все свои чувства, эмоции, я не знаю почему, но оказывается, я очень хорошо это помню. Допустим, в отличие от моего мужа, который просто факты помнит какие-то, я вот именно эмоциональную составляющую, я проницаю через всю свою жизнь. Я вот когда воспитываю дочку, я всегда ставлю на ее место себя, как бы я себя чувствовала. И поэтому вот как-то пытаюсь опираться вот на это. Потому что я с точки зрения, вот я взрослый, и вот мой ребенок, да, я не смогу понять, что она думает, потому что сейчас вообще время другое. И вот эти локдауны, все вот это ограничения, когда дети ходили куда-то, а потом их взяли и закрыли, это, мне кажется, у них все сильно очень отражается, и у них сильно меняется вот их личность. Получается, их закрыли по домам, все, они отрезаны от мира, от преподавателя и от учителей, и не получают, ну все как бы из компьютера же идет, из телефона, с экрана, и это нет близости общения, нет вот этой вот воздуха, да, когда вот настоящее физическое присутствие, я считаю, детям до определенного возраста очень важно быть рядом, показывать вот все вот эти вот как-то энергия, вот это вот все общение с учителем должна быть. А вот старшеклассники, возможно, они могут учиться онлайн. И, честно, я опять ушла не в ту степь, но онлайн образование, я считаю, малышам вообще противопоказано. Потому что они должны видеть, слышать, чувствовать вот на уровне запахов, там, света, вот все. Потому что это на них сильное впечатление как-то тоже складывает. А тут плоская картинка в компьютере, может, камера плохая у учителя, да, или звук плохой, или кто-то мешает, все, восприятие уже не такое. И вот в плане воспитания я пытаюсь больше свободы давать, потому что нам все-таки почти советским детям, да, детям 90-х, ну, тоже постоянно все запрещали. Очень много токсичных взрослых было, которые всегда обесценивали, сравнивали тебя с кем-то. Вот кто-то лучше, кто-то хуже, ты должен быть такой, ты должен быть такой. Я вот стараюсь так не делать по отношению к своей дочке, потому что мне это в детстве не нравилось. Возможно, я в чем-то не права, возможно, в чем-то ошибаюсь, и как я всегда шучу, надо открыть счет психолога для дочери в будущем. Потому что в их время это точно будет, ну, то же самое, как сходить к терапевту, там, стоматологу, точно так же они будут ходить к психологу. Это станет для них нормой жизни. Для нас пока это могут позволить себе только самые такие смелые люди или те, которые совсем отчаянные, да, отчаявшиеся. У меня был опыт, я ходила к психологу, но у меня не было какой-то прям больной проблемы, у меня были вот внутренние критики. Я никогда не была довольна своими результатами, мне хотелось там постоянно добиваться каких-то идеальных результатов, вот этот перфекционизм, там вот с этими вот... Всегда быть лучше, чем есть. Да, вот какое-то вот недовольствие вечно. Вот я достигла чего-то, ну ок,
ты должна была это достигнуть, что ты хотела, молодец, иди дальше, вот следующая цель. А вот чтобы насладиться, вот я смогла, я сделала. Похвалить себя, да, У меня такого погладить. не было, я вот ходила к таким запросам к психологу, мне это очень помогло, это прям освободило во мне столько энергии, я реально рекомендую ходить к психологам по любым вопросам, это классно. Это вообще супер. Я считаю, у вас самая лучшая профессия. И в перспективе будущего, да, потому что у вас клиентов, скажем, потом будет становиться еще больше и больше. Тем более вся Россия, я считаю, это просто одни психотравмированные люди. Вообще, начиная от самого, да, до всех нас. Нам всем нужен хороший психоанализ, хорошо проговориться, вспомнить свои внутренние, решить свои внутренние проблемы. Только тогда мы сможем нормально жить, как в нормальном современном обществе. И когда воспитываю дочку, я всегда вот именно вот на свое детство, на свои ощущения опираюсь. Как бы я хотела, чтобы со мной тогда поступили, выслушали или наоборот как-то приняли, или посоветовали, где-то пожестче, где-то помягче. Вот, однобоко я смотрю. Может, моя дочка совсем не хочет, чтобы я к ней так относилась, я не знаю. Я пытаюсь с ней разговаривать открыто, спрашиваю. Пока все нормально у нас. А она сама по себе открытый ребенок? Она хорошо идет на контакт? Она была до локдауна очень открытая. Вот как локдаун начался, как-то немножко, плюс, наверное, подростковый возраст приближается. Я это прям чувствую конкретно. Я знаю, что ты недавно исполнила свою детскую мечту, приобрела собаку, да? Да. Это просто мой самый лучший подарок в моей жизни. Что у тебя было в детстве? Вот, какой-то, ты говорила, травма была с собачкой. Мне это надо рассказать. Ну ладно. Я, когда была маленькая, и до сих пор я обожаю животных. Я всегда мечтала о домашних животных, потому что у всех моих друзей, у всех были собачки, там кошки. Я всегда хотела собаку. И мои родители мне никогда не разрешали, потому что в квартире что держать бедное животное. Там. Мама говорила, что у меня аллергия там, и так далее. И откладывалась, а я всегда тайком протаскивала щенят. Один раз у меня целую неделю щенок жил у меня в комнате, пока он совсем лялечка был. Когда он начал пищать, естественно, его обнаружили, меня и вместе с ним чуть не выгнали. Вот так вот все свое вот детство, все свое, мне казалось, у меня должен быть друг четвероногий. Это же классно. Вот. И даже в одно время в детстве я хотела стать ветеринаром или там путешествовать, National Geographic, там Дроздов, Кусто, который я вот мечтала, вот как они, ездить по миру, там лечить, спасать животных, что-то делать, да. Потом, конечно, меня это детская переросла, но мечта вот о собаке у меня осталась навсегда вот со мной. Потом, когда я уже стала взрослой, мои родители, уже как-то, они в частный дом приехали и так далее, и наконец-то собака, да. Я уже студенткой была, и мы завели собаку. И я была просто счастлива. Там потом я встретила мужа, и вот я уже была собакой. И когда мы стали вместе жить, как-то вопрос в том, что собака будет жить со мной, как-то потихоньку, у нас квартира маленькая, у собаки лучше в частном доме, она осталась у родителей. И я подумала, ладно, у меня будет обязательно своя собака в своей семье. Я прям это четко решила, я видела. А потом у нас родилась дочка, и тоже как-то не до собаки. А потом выяснилось, что, оказывается, мой муж вообще не любит животных. И вообще даже не планирует, чтобы у нас дома были животные, потому что за ними ухаживать, они не болеют там и так далее. И я такая не поняла, потому что когда мы встречались, было ощущение, что он обожал мою собаку, он вместе со мной гулял, с ней ухаживал, мы ходили на собачьи выставки. И потом такая, что? Если бы я заранее это знала, мы бы не были вместе с тобой. Я бы пересмотрела некоторые вопросы. Маша, это вот сейчас, как ты думаешь, он собаку любил или делал вид, что любит собаку, чтобы быть ближе к Ане? Не могу сказать там за другого человека. Вот как раз та ситуация, когда мы во время влюбленности пытаемся втиснуть себя вот в этот соответствие ложе, что вот, мне это нравится, или женщина, которая терпеть не может готовит, еще что-то такое делать, чтобы партнеру вот как-то было более комфортно с ним. Потом, когда люди начинают вместе жить, потом оказывается, что вот он себя как-то, не знаю, ограничил в чем-то, где-то наоборот добавлял того, чего нет на самом деле. Я долго прорабатывала этот вопрос. Мы сначала кошку завели на 5-летие дочки. Дочка хотела, я говорю, ребенок хочет, все.
это моя личная детская психотравма. Ребенок хочет, надо обязательно кошку, да? И я заставила мужа, давай заведем кошку. И он такой согласился, ну, типа, на пробный период. Если там что-то не то, мы его куда-нибудь. И я такая, ну, ладно. И он сейчас самый фанат кошки и собаки, как говорится, да? Это тот, как в меме, тот папа, который был против, но семья все равно завела, и теперь он там в любую погоду гуляет, лучший корм покупает, воспитывает, играет, вместе с ними спит и так далее. Ну, вот реально оказалось то, что у него просто не было своего опыта, наверное, взаимодействия с животными. Ну, может, какой-то страх. Просто это лишняя Ответственность. Да. И когда вот я решила точно, все, уже моя жизнь мимо проходит, у меня дочка уже выросла, уже может тоже помочь в воспитании собаки, да, я решила, все, я беру собаку, я так и сказала на Новый год. И он подумал, что я шучу. Потому что я это говорила постоянно. Собака, вот такая собака, смотри, какая собака. Хатико там фильм, я вместе с ним ходила. И вообще, короче, вся моя жизнь вот так. И вот, наконец-то, я такая, ну, твердо про себя решила, и он под конец, ну, что делать? Я решила, он согласился. И сейчас мы как будто вот семья укомплектовалась, мы стали намного счастливее, намного ближе. Мы теперь больше времени проводим вместе на прогулках, потому что когда собака гуляешь, ты не уткнешься в телефон, тебе надо внимательно смотреть, да, общаться. И вот у меня появилось очень много времени гулять с дочкой, да, с собакой. Классно, мы с ней общаемся, играем вместе. Наоборот, больше времени стали как бы, с семьей проводить, чем если бы у нас бы не было собаки, каждый вся там у дочь онлайн обучение, кто-то удаленную работу, ну, вся в работе, все в делах, и вот близкого общения как бы чуть-чуть меньше стало. А тут собака обратно нас всех как бы собрала. Сплотила. Да. И пазл так идеально Да, сложился. и реально больше двигаться стали. Ну, постоянно выезжаем на природу в лес, а теперь ради собаки мы каждый повод, каждый вечер, каждые выходные, все в путь. Мне кажется, классно. Всем собак. Давите на 8 марта собаки. Мария, вот говорят, что типа психологу нужен психолог, самому психологу. Что ты об этом думаешь? Вопрос номер 3. Ну так, давай хотя бы до третьего вопроса ответим. Действительно, Не про нужен. то, что там нужен, да, там, ну, про то, что, конечно, хорошо, когда психолог... Не помешает. Конечно, такие истории, с которыми ты сталкиваешься, вряд ли там, ну... Вы же представляете себе, что если человек пошел к психологу, вряд ли про то, чтобы похвалиться, как у него все прекрасно в жизни, да? И, конечно, с этим работая, ты тоже сам с чем-то таким можешь тяжелым сталкиваться эмоционально, да? Ну ты эмпат, ты очень близко принимаешь, да? Ну как, если можно вообще так порваться через полгода, если ты будешь так прям совсем, да? Если, ну, в каком-то, я не знаю, что ты вкладываешь, да, в слово эмпат, принимаешь близко к сердцу. Но, ну, конечно, в любом случае, это специфическая такая профессия вообще. Ну, какая категория людей туда идет, которая, конечно, душевно, душой работаешь все равно. Как бы не говорили, что там вот тут какие-то методики, теории и прочее. Конечно. Ну, а у тебя есть свой психолог? Конечно. Есть. Да, А до появления вот этого психолога ты пыталась как-то справиться сама? Ну, Слушай, как в любом случае, даже когда ты ходишь к психологу, ты справляешься со своими какими-то проблемами, задачами всегда сама. В этом же есть и смысл, да? Я хожу обязательно к психологу, к супервизору, и вообще я слежу, да, за тем, чтобы мой психолог тоже посещал своего психолога, супервизию, потому что сидеть и, условно, один мой наставник так говорил, знаешь, лобовой говорит, стекло очень сильно засирается в нашей профессии, поэтому надо периодически его прочищать. Поэтому, да. ну, психолог, он же все равно как медик, да? Он лечит. Лечит только не вот Медик, не тело, да? есть врач, психиатр, вот он занимается, да, именно медицинскими вопросами. Психолог это более гуманитарно. Ну, психолог, он лечит душу. Ну, можно сказать так, да, вообще психология, да, ну как же. А в какой именно сфере психологии? Там разные есть. Общая психология, да? У тебя? Да, ну, да. То есть там и отношения между мужчиной и женщиной. Да, семейная психология,
С детьми, ну, так сказать, часто спрашивают, да, занимаетесь ли с детьми. Вот тоже хотелось бы как-то протранслировать многим родителям, что кажется, что да, мы приведем своего ребенка и там вы его почините, а мы как-нибудь здесь сбоку посидим. На самом деле, да, все проблемы детские, да, как правильно, если это там не какая-то органика, еще там что-то, они все равно сводятся к взаимоотношениям с родителями. Все равно на ребенке очень сильно, вот то вот прям такие эмпаты, да, как ты сказала, да, на ком очень сильно отражаются любые конфликты, какие-то семейные, это дети. Поэтому я всегда приглашаю всю семью. Там уже большой вопрос, готовы ли родители работать. Над собой, в первую очередь. Конечно. Так, у меня вопрос, Аня. У тебя же собственный бренд есть, да? Ну, типа да. Вот это платье вот ты сама шила. Скажи про свой бренд. Он у меня сейчас в заморозке, потому что сейчас очень странные времена, и я решила пока его отложить проект. И сейчас я занимаюсь развитием швейного производства и собираю вокруг себя единомышленников, чтобы развивать легкую промышленность вообще в целом здесь, в Якутии. Такая моя деятельность на данный момент. А так, да, у меня есть бренд детской одежды, называется Cool-Look. Вот. Очень классный был бренд. Ну и будет я его... Я не знаю, когда. Хотела в этом году, но что-то я не знаю с этим курсом доллара. И, блин, если вообще... Я не знаю. Как будет, так будет. Сейчас, на данный момент, я вообще как бы после как бы небольшого выгорания, после отпускное такое еще не собранное состояние у меня, я еще не в полную силу начала работать над своими проектами, я больше провожу время с семьей дома, с собакой, с мужем. Вообще кайфую в роли домохозяйки. Мне классно. Ну, конечно, я работаю, там какие-то эти делаю, но в целом большая часть меня погружена в дом, в семью, и это классно. Потому что в обычное время я просто пропадаю на работе, и периодически у меня бывает выгорание. Ну, это не назвать депрессией, это просто эмоциональный какой-то, да? Ну, и эмоционально, спад. и физически, да. Ну, просто я, как бы, производство — это не легкий бизнес, не совсем новичковый. Я сама в одного с нуля, без инвестиций, как бы, сама все это делаю, продвигаю. Сама, никто меня не учит, ни у кого даже спросить, да, как это делать. И все сама, своими силами, опытом. Вот собираю какие-то знания, как говорится, и все это делаю. Потому что у нас Якутия в целом, да, немножко как бы, в историю, да, легкой промышленности вообще в целом в России, в Советском Союзе не было. И в Якутии тоже. И у нас, получается, вот эта сфера, она очень сильно неразвитая и отстала на многие-многие года и десятилетия. Допустим, в советское время у нас развитие было оборонки, космос, там тяжелая промышленность, вот машиностроение, может быть, да, и то оно не дало каких-то особых плодов сейчас, как мы видим. А легкая промышленность — это были небольшие фабрики, которые шили самое ужасное, без дизайна, без ничего. Телогрейки, да, какие-то ситцевые платья, какие-то странные костюмы, которые под любую фигуру, как бы некрасивые вещи из плохого качества ткани. И у них и в советское время был дефицит, поэтому у них не было конкуренции, не было развития. И из этого вот модная индустрия, легкая промышленность, она вот не развивалась. Поэтому мы сейчас имеем, что имеем. И в 90-х годах, вот когда этот вот Советский Союз развалился, вот эти все производства, они все вот, типа приватизировались, кто-то развивался, кто-то нет, и все это угасло. Зато у нас как бы импорт пришел. Китай, бренды, и вся Россия как вот, ну, дорвалась до Запада, потом с этим присытилась, и вот сейчас вот только-только начинает вот прям осознанно, нормально развиваться легкая промышленность в нашей стране и мода. Как бы в 90-е вот появились вот первые наши дизайнеры, Юдашкин, там, Зайцев, вот они первые самые пташки, которые тоже рискуя всем своим состоянием, я не знаю, где они брали инвестиции на все это, да, потому что мод это дорого, производство это дорого. И ну, вот они вот проложили первые вот тонкие дорожки, по которым вот шли, потом опять кризисы какие-то. И вот сейчас, наконец-то,
вот такое время классное, когда вот ты можешь продавать вещи, не обязательно тебе открывать магазин, ты можешь онлайн продавать, появились маркетплейсы, да, и появились какие-то вот новые технологии и так далее. И сейчас вот классное время, когда можно развивать легкую промышленность. И вот сейчас я вот как-то что-то я пытаюсь сделать, ну, не всегда безуспешно, но что-то успешно, но нормально. В общем, я пока в этой сфере, и бренд мой пока на заморозке, потому что меня пока не хватает на все. Если бы я себя планировала, я была бы и хорошей мамой, и параллельно и бренд, и производство. Это же, получается, рабочие места, там, ну, ответственность огромная. Как бы заказчики, клиенты, ты должен отвечать за качество, как бы ты производишь вещи, которые люди будут продавать. Как бы тут тоже надо соответствовать качеству, ГОСТам, стандартам и так далее. Ну, это весело, интересно. Но ты периодически выгораешь, потом устаешь, опять делаешь. Ну, вот меня прям движет такая классная мысль, то, что в Якутии у нас все очень талантливые. У нас у всех, я не знаю, наверное, эволюционно выживали самые предприимчивые, находчивые люди, которые могли из ничего сделать что-то. И вот это вот, ну, я не знаю, как это... Якутяне, они все очень рукастые, все очень творческие, все умеют руками вот что-то творить, что делать. У всех очень классный вкус, все классно одеваются, все тренды улавливают, как просто, я не знаю. Мы же живем вообще, извините, в жопе мира, да, на севере, на крайне. Но, тем не менее, у нас здесь классные рестораны, классные заведения, интерьеры, у нас IT. Это же все люди, это вот прям вот какое-то вот, не знаю, скопление классных творческих людей, которые вот могут создать своими руками и своими мозгами что-то. И вот это как-то все сгенерировать. Вот я хочу сделать производство, чтобы дизайнеры могли прийти и заказать свои вещи, да, и вот и все это тоже как-то вот, ну, в общем, как-то. Ну, планы, в общем, глобальные у тебя, да? Да. И очень классно, да, вот такая позитивная точка зрения, да, по поводу Якутии, потому что, ну, ты извинилась хотя бы, да, сказав жопа мира, а некоторые люди так вот просто испарят, жопа мира, и они при этом жалуются, вот я живу в такой жопе мира, да? А что жаловаться, да? Мы живем здесь. То есть ты можешь не жаловаться, да, и не жить здесь, а просто уехать, можешь уехать. Здесь многие переезжают, кстати, у нас уже друзей осталось, реально горстка. Я тоже иногда думаю... О переезде? Да. Надо валить, короче. Ну, реально здесь тяжело жить. Тут не жизнь, а выживание. Но мне кажется, именно вот в этом выживании, в этом вот резкой смене сезонов, да, есть какой-то свой якутский вайб такой, не знаю. Тут люди живут на огромных скоростях. Маленький город, реально, мы не миллионник, но у нас темп жизни, как в больших городах. Мы тут развиваемся быстро, потому что иначе никак. Ты застрянешь, умрешь, замерзнешь, не знаю. Маленький город больших амбиций, да? Да, тут собрались вот именно такие люди, которые вот, видимо, эволюционно так получилось. Сюда еще плюс ссылали самых таких оппозиционеров, да, полицейных. Все это тут саккумулировалось, такое сообщество классных, интересных людей. Вот. И все что-то генерят, что-то делают, что-то придумывают, открывают кучу бизнесов. Все мамочки, они просто, не знаю, бешеный комок энергии, которые пробуют все, внедряют все, делают, пробуют, ошибаются, закрывают, делают что-то новое. Все чем-то занимаются, у всех куча бизнесов, хобби, которые приносят им как бы хотя бы небольшие, но деньги. Это же классно. Мне кажется, вот в Якутии вот это самое клевое. Это люди и их идеи, и то, что они не сидят сложа руки, да, сами все это внедряют, что делают. Вот в этом плане классно. Вот где бы я ни была по России, да, вот именно в Якутии какой-то такой движ всегда. Тут как-то все друг друга знают, все друг на друга могут положиться, и как бы в этом тоже плюс маленького города, можно найти кого угодно, достучаться к кого-то. Ты знаешь репутацию каждого, вот как на доске. Тоже есть свои плюсы. Опять я. Нет, а у вас, девочки, есть желание переехать? Да, конечно. Я хочу жить в тепле, но здоровье уже не позволяет переносить эти морозы, пожары, дым. Ну, честно, ужасно. Но, тем не менее, пока мы здесь, мы будем работать, жить здесь максимально лучше, как мы это можем. Пока прям серьезный план переехать нет, но мысли есть. Ладно, ты же стилист, ты, наверное, часто ходишь по магазинам. Да, я люблю брать себе одежду. Я хожу, ага. Вот. Ну, много ты себе одежды покупаешь? Да. Каждый месяц покупаю новую одежду. Классно.
Люблю ходить по магазинам. Тоже. Ты хочешь как, ну, то есть ты как стилист работаешь, то есть ты с людьми покупаешь им одежду, да? С людьми я не работаю. Да. Просто для себя. Вот, ну, с подружками близкими. С подружками может быть, тоже, да? да. Сестры там, да? С племянниками еще хожу. Вот. Вот в таком общепринятом плане девочковом я вообще не люблю ходить на маникюр, к косметологу там. Ну, я все это делаю, конечно. Мне как бы нравится результат. Но сам процесс, когда ты лежишь там, мне это вообще не нравится. Вот, и есть же женщины, которые: я пошла наполняться женской энергией, делайте мне. Я нет, в процессе мне это не нравится. Я прям... Мне прям Некомфортно. я хочу это... Пришла, 5 секунд ушла, все, я готова. Вот было бы классно. Вот я не такая вот, которая вот любит вот эти все эти... Нет, я не такая. Мне кажется, Маша, да, любит вот процедуры такие. Массаж сухой щеткой каждый день. Крем, Знаешь, не могу скраб. сказать, что прямо я от процесса получаю удовольствие, но это важная часть. Потому что если вот так живу, это тоже, ну, как ну, что я слышу, да, про там неумение ждать. Все-таки, да, если тоже это, да, тебе это прям так втянет, все равно важно найти, да, с кем приятно. Потому что, например, того же самого моего мастера, что он был тебе приятен в общении. Да, не просто там, чтобы сделайте мне еще что-то. Ну, так, чтобы... Ну, я, в принципе, всегда ценю именно человеческое общение. Мне кажется, в последнее время мы все к этому идем, потому что так какие-то оказания услуг именно там руками что-то делать, постепенно это все автоматизируется. И мы приходим к тому, что важна личность, важный человек, который, да, это все делает. Это куда важнее, там, на первом месте. То есть я обращусь вот к этому суперкрутому специалисту или к этому, потому что он мне просто как-то ближе, приятнее. Вот есть же женщина, да, которая доставляет прям удовольствие каждый день, вот масочки, массаж сухой щеткой, у них все по расписанию, все по режиму, все записано, и как бы они от этого не устают, им это кайф. Я, например, этого делать не могу. Я вот честно, да, ну, у меня бывает период, я могу неделю, там, ну, максимум 2, вот, все вот это вот все женственные процедуры, штучки поделать, но потом, ай, блин, и все. Вот как к этому привыкнуть, да, как это, чтобы вошло в привычку? Зачем тебе нужно себя как-то насиловать? Ну, это не насилие, это же уход, необходимый уход, чтобы сохранить свою молодость. Ну, для чего еще это другие женщины делают? Вот, видишь, как к этому тоже в привыкнуть? этом есть какая-то история, что все же делают другие, а я вот тут непременно состарюсь, если я вот это делать не буду. Не, ну я вижу, что я не старею вроде бы, да, все у меня нормально, но для поддержания вот все равно как-то вот выработать эту привычку. Вообще хотя бы интересная одну. история, да? Ты на меня смотришь, ты же не знаешь, там, что, ну, как я провожу там свой день. Потому что я вообще там, я не знаю, жру там бургер там с утра до вечера. Это же тоже какой-то, ну, как механизм проекции. Вот ты смотришь, Маша наверняка там... Маша и в красном платье. В красном платье, каждый день ходит на работу там, да, перед этим массажной щеткой. Да, это история про то, что, да, либо как мне бы самой хотелось, либо я тоже вот так вот хочу, но не могу почему-то от чего-то себе позволить. Ну, или там, да, есть какая-то вот обязанность, что девочковые дела, типа, вот я должна обязательно с идеальными ногтями, я должна обязательно там, не знаю, Но ходить. это же как бы фишка про любить себя. Ну, вот какая-то... Вот есть, да. Женщина сказала, любить себя это про то, что там делать маски, там ходить в салоны. А ты такая, фу, не могу я ходить в салоны, не могу я лежать. Но мне надо любить себя, да, там, знаешь. Вот есть и две стороны, да, например. Любить, сказала себе. Девушка такая, ну, такая в теле, такая, ну, хорошенькая, да, скажем. Я люблю себя, и я себе ни в чем не отказываю. Я вот хочу это съесть, и я буду это есть. И пусть меня принимают такой, какая я, ну, вот сложилась, да, вот я такая, принимайте, и я себя такой люблю. А есть с другой стороны девушка, которая занимается спортом, и я не буду это есть, потому что я не хочу закидывать себя в пищевой мусор.
Я хочу потреблять, там, кормить свои клеточки, каждую свою клеточку, да, правильной едой, только полезной пищей. И где из этих вот сторон любить себя больше? Какая из этих моделей поведения правильная? Все-таки тебе стандартизация Нет, ну вот нужна. мне интересно, да, я весы по гороскопу, Ты, у меня одна Света, чаша. не любишь себя, потому что ты... Слушай, да, и там это про любовь действительно к себе. Другое дело, что когда там, ну, до серьезных проблем уже со здоровьем человек есть, и там, тут уже не совсем, ну, да, какой-то лишний вес, да, и когда я ем там вообще все, ну, это, потому что я не хочу себя ограничить. Но это же не та история. Вообще, расстройство пищевого поведения, при том, что, да, сейчас себе стали все это кругом приписывать, это же очень серьезная тема. Вот психотерапевты, которые такие серьезные психотерапевты, они все говорят, что это один из самых сложных запросов. Вот я для себя тоже поняла. Когда ты чему-то обучаешься, тебе хочется уже в бой, да, с этим работать. И когда я с этим начала работать, я понимаю, что это, ну, очень сложная тема. Потому что глубинные какие-то, да, человеческие настройки приходится задевать. Потому что пища — это вообще вопрос, ну, можно сказать, напрямую связанный с любовью к себе. И там это тоже уже расстройство. Девочка, которая нет, там я не буду это есть, хотя очень сильно хочется. Да. Зацикленность на том, что еда должна быть какая-то, мои клеточки должны там получать только, да? Это же тоже орторексия называется. То есть здоровый человек, он не делит еду на правильную и неправильную. Он, да, хорошо чувствует свое тело, у него налажен контакт, он ест то, что, ну, требует сейчас его организм. И нет каких-то принудительных, усиленных тренировок, которые не нравятся. Другое дело, что там не нравится. А как вот принять, например, женщине себя, да, вот ну, например, да, с маленькой грудью или с большими ногами, там, или с большим носом, там, с маленькими глазами, ну вот, ну не нравится ей в себе что-то, и она вот прям откровенно это несет с самого детства, не хочу, не могу, не принимаю. А как возможно, вот, есть какой-то инструмент? Инструмент есть. Обращаться к психотерапевту, работать с этим. Понимаешь, еще там разряд классных вопросов. У вас есть техника, как забыть бывшего? То есть человек думает, что это какой-то, да, волшебная кувалда, и забываем. Это же Ну всегда... да, надо просто вот так вот, да, выбить и все. Да, человек хочет вот этого просто, вот какая-то волшебная таблеточка, вот ее выпил и там выздоровел, да? Это тоже про то, что вот чтобы принять себя, надо как-то, да, ну, можно отшутиться в ответ, принимайте себя 3 раза в день, да, натощак или еще там что-нибудь после еды, про то, что, да, я учусь отслеживать вот как раз о том, о чем я говорила, да, заземляюсь, чего мне хочется. То есть это именно мои же желания, человек учится отслеживать свои собственные желания, а не то, что там требуется. Потому что многие же даже забывают жить своей собственной жизнью, своими собственными побуждениями, там, желаниями в угоду тому, а как правильно. Ну, то есть, да, вот этот вопрос, а как правильно? А это неправильно? А так, как я делаю, это неправильно? Потому что человек, вот, ну, с детства его, всем уродованным из детства, да, приучили к тому, что нет, ты этого не хочешь, нет, ты это не чувствуешь, потому что мамочка решила, что ты будешь делать вот это. И человек обучается тому, чтобы оттормаживать свои собственные желания, да, перестать слушать себя, правильно. Да? Мама сказала, и так правильно. То есть постоянно пытается ограничить в какие-то рамки нормальности. Нормальности так, да, как удобнее, ну, знаешь, кому-то. Нет, даже не то, что кому-то, а обществу. Вот в обществе это не принято, это ненормально. А норма вообще, как бы, нет же понятия нормально или ненормально. Нет, ну нет же такого понятия, да? Она нормальна, он ненормальный. Может быть, для себя она нормальная, но она просто как бы тоже обычная. Но вот это вот нормальное считает ты ненормальной. Ну нет же вот понятия норма, да? Ну, как мне кажется. Нет, есть патология, с которой работают, опять же, врачи, психиатры. Да? А вот психологическое здоровье
это уже, да, там такая, ну, относительная история. Но это про то, что когда мне комфортно. Мне комфортно, окружающим комфортно, потому что если я сама в своем комфорте, но у меня, опять же, когда ты задавала вопрос про отношения с окружающими не складываются, ну, пожалуй, что-то надо поменять, если тебе хочется. А так ты можешь в своем комфорте жить один, там где-то на опушке, если у тебя нет такой потребности налаживать контакт с другими людьми, так и ради бога. И опять же, никто не придет и не скажет, ты там ошибаешься. Другое дело, если там, да, ну, нормально, ненормально, там в уголовном кодексе. Нет, но я имею в виду, конечно, именно вот в таком поведении. Вот для кого-то вот это вот нормально, а для него вот это вот ненормально. Ну, по обе стороны это же нормально, мне кажется. Естественно. Ну, то есть, если тебя прям очень сильно допекают, почему, там, условно говоря, Глаша ходит толстая, то это твоя проблема, не Глашина. Тебе не надо бежать там, что ты человеку впариваешь, что так ты свою жизнь под откос вообще пускаешь. Девочки, у нас это предпраздничный выпуск, да? И, наверное, вот вы пожелайте для себя вот в свой праздник, чтобы посмотреть и услышать от себя пожелание какое-то хорошее. Не для всех, а вот именно для себя любимой. Вот вы будете смотреть и послушаете, ай, молодец, ай, спасибо. Сама для себя пожелание в будущее. Какое? Оставайся в адекватном состоянии, люби себя, своих близких, делай то, что тебе нравится, то, что ты хочешь, и слушай свое сердце. Еще я хотела пожелать себе, ну, всем остальным девушкам, легкости, относиться ко всему, постараться относиться ко всему легко, ничего не усложнять, ну, ставить какие-то цели, естественно, добиваться их, но чтобы это было в радость. Вот я себе пожелаю, ну, выйти уже из выгорания и начать что-то делать, творить, веселиться, кайфовать от жизни. Мне кажется, надо попробовать, во что бы ты ни стала. Маша, ты что себе пожелала? Ой, я себе желаю ориентироваться на себя, на свое самочувствие, лучше слушать себя, исполнять каждый день свои мечты и любви себе ко всем и к себе в первую очередь. Валь, себе пожелай. Вот туда вот просто посмотри и пожелай себе. Вот Валя на тебя сейчас смотрит, да, и ты говоришь, Валя, Я желаю себе быть уверенней. вот Валя, будь уверенной. Вот. Что еще? Ну, это самое главное, мне кажется. Да, остальное. Ничего. У меня все есть. Все есть. Ну, в смысле, я счастлива. Вот самое такое, что быть уверенней. Будь уверенной в себе. Валя, будь в себе уверенной. Ну, а что я для себя пожелаю? Я, наверное, пожелаю, Маша, перестань бояться. Просто перестань бояться. Ты можешь все. Просто поверь. И не плачь. Да. Ну что, девочки, давайте за наш предпраздничный. Да, всех Какой же праздник без цветов? С праздником, девушки, да. Это вам. Мы подумали, что можем подарить, ну, конечно, цветы, да. Алексей против своих принципов пошел. Он говорит, что нельзя дарить цветы. Ну, не то, что нельзя, он не любит дарить цветы. Он говорит, это непрактичный подарок. Не дарить цветы, лучше подарить Ты будешь цветы посадить, это горшочки, да, я буду запоминать всегда. Ну ладно, хорошо. Ну, видишь, у тебя сегодня тоже что-то такое случилось. Какое-то такое. Да, ты... Нет, я знал, что цветы как бы, ну, как бы просто уже смириться, что девушки любят цветы, как бы, да. Как бы это уже, этого не изменить. Это был роскошный подкаст. Подписывайтесь на ТВТН на Ютубе. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.